Всем привет! Я продолжаю писать уроки про виртуальный город хакасских слов. Начало проекта сентябрь 2022 год. Тут уже расширил территорию намного, и первый квартал у нас тут идет хакасский алфавит или хакас Тапсагор старый. Выглядят они таким образом, эти буквы. Потом с другой стороны у нас расписаны эти же буквы, но уже в другом порядке для понимания логики хакасского языка. Расписаны твердые, мягкие гласные, ядирные гласные, звонкие согласные, глухие согласные, сонорные звуки, непарные согласные, твердые, мягкие знаки. Для чего это делается? Для того, чтобы понимать, что хакасский язык, потом я тут буду расписывать, имеет определенные законы, которые именуются в науке как закон сингармонизма. Так, идем дальше. Тут будут у нас дальше после изучения звуков пойдем в квартал хакасского местоимения. Я решил назвать по-хакасски местоимение термином «адынс». Не знаю, понравится ли нашим преподавателям этот термин, но я для себя решил именовать эту часть речи таким образом. Квартал начинается с личных местоимений. Мин, син, ол, пис, сирер, олар. Далее, если мы посмотрим на эту стенку, у нас пойдут аффиксы личных местоимений. И тут пример употребления. Мин пабабын, мин ижебын, мин алыппын, мин пөсікпін, мин хаммын, мин кеммін, син пабызың, син ижезің, син алыпсың, син пөзіксің. Ол пабы, ол иже, ол алып, ол пөзік, ол хам, ол кем. Переводы слов можно будет посмотреть здесь. И далее пройти тему. Пис пабабыс, пис ижебіс, пис алып пыс, пыс пөзікпіс, пис хаммыс, пис кемміс. Сірір пабызар, сірір ижезер, сірір алыпсар, сірір пөзіксер. Олар паббылыр, олар ижелер, олар алыптыр, олар пөзіктір, олар хамныр, олар кемнір. И вот таким образом можно будет заучивать аффиксы личных местоимений. Вот этот квартал выглядит таким образом. Тут будет в последующем наполнение. Далее у нас идет квартал глагола. После местоимений, личных местоимений, мы пойдем изучать времена глаголов. И начнем с настоящего времени. Тут, конечно, надо будет рассказать о короткой форме глагола, который всегда стоит в повелительном наклонении. Например, пар – иди от меня, киль – иди ко мне, ойна – играй, кюгле – пой. И если мы обратимся к настоящему времени, чаче – на согласные основы, пча-пче на гласные основы. И опять-таки примеры. Пар-ща идет, киль-ще приходит, идет ко мне. Ойна-пща играет, кюгле-пще поет. И далее тут мы посмотрим примеры, примеры глаголов в настоящее время. Давайте я тут запущу. Визуальная форма у меня тут омешкался, к сожалению, он такой. В общем, тут надо поработать мне еще, чтобы этот мальчик бегал нормально, чтобы он бегал именно вот не так вот, да, ну, вот, чтобы он двигался адекватно. Ну и в общем, у нас тут теперь представлены персонажи, действующие персонажи. Да, я уже в этом видео делал.
Морсенча восхищается. Лежит ча-ча. Вот он. Лежит ча-ча. Рукоплещут. Ая сапшалар. Ая сапшалар. Рукоплещут. Далее вот. Азахтебенче. Азахтепче. Двигает ногами или пинает ногами. Далее. Эче толкает. Эче толкает. Азахатурща встает на ноги. Азахатурща встает на ноги. Далее идем в следующий раздел. И тут тоже некоторые примеры в настоящем времени. Тельбаксалща танцует. Тельбаксалща. Атхща прыгает. Атхща. Аңдырылща падает. Аңдырылща падает. Затем өлще. Өлще умирает. И тут следующий глагол летит. Вот таким образом я пока занимаюсь постройкой города слов на хакасском языке. Спасибо за внимание. С вами был Сигдейтон.